приедем у Бубали, там каплица, это наша вторая задание, зробить каплицу, бо та старая каплица разрушилась. Уже почти зробим сейчас каплицу и останется у Бешенковича костел доробить, и будет у нас все почти идеально. Поэтому вот такая история нашей парафии, что надо працевать, робить и робить. Так, если запускать, ничего не получается хорошего с этого. Тут больше католиков нету, 3 домика в Бубалях. Ну а бабушкам лет под 90 уже, всем практически, тут они за год, за 2 будут лежать уже на кладбище, поэтому тут совсем вымирающая, так скажем, территория. А вот наша каплица, которую мы тут силами парафии будуем. Старая она там и стоит, там с той стороны кладбища, с той стороны она уже похилившаяся. Можем пойти поглядеть, але она уже в аварийном стане таким, что я сказал, что надо всеми силами робить новую каплицу, бо там темная, она там в углу. Мне хотелось, чтобы тут она была, видаться сразу. Вот тут на все святые людей собирается всегда. Человек 50, Иосиф, помолиться хочется им, и им шо отправить, а там темно, и не видаться ничего, и читаешь выпоминки, и тесно сильно. Это большая каплица, тут людей больше придя, и помолимся, им шую будет где отправить. Ну и коли нават похороны какие будут, можно будет тело унести у каплицу, им шу отправить, помолиться и поховать по-католицку. Ну, а не так, как тут привыкли, абы быстрей, с водкой и так. Надо по-католицку приучать людей до культуры. Там есть крыш посвеченный. Тут молюся всегда. Ну, все святые. Похороны, тут была вёска барки, повымирали все. Тут у Бубалях, я говорю, 3 хаты осталось. Нема никого тоже. Такая вот каплица. Вся у земли, похилившаяся, вон на бок. Крыша такая боякая. Ну и она тут вот схованная. Я думаю, из-за того, что боялись переследов раньше, будовали ее тут, чтобы ее не видаться было с дороги, не видаться было для людей других, атеистов этих. Ее тут сховали, как только помолиться. Оконки маленькие, там темно. В этой каплице не видаться ничего. Света ж тут нема, не проведено ничего. А молиться, як зойдут люди, станут коля в окон, и темнота, и ничего не видно. Поэтому я сказал, что надо каплицу ставить там, где светло, где увоход есть. Уже не надо никого ховаться, никого бояться. Попросили разрешения в сельсовете. Сельсовет дал разрешение. И поставили там каплицу новую. Сейчас доделаем, и будет пригожа приехать помолиться. Ну и померлых наших вспомнить.